Более 30 лет в этом парке в Кучук-Узень проходит ежегодная встреча односельчан Койдышлер-Корушева. Каждый год в начале июля сюда съезжаются уроженцы села, а также потомки тех, кто в мае 44-го был депортирован из этих живописных мест. Они делятся воспоминаниями, рассказывают историю села и просто общаются в уютном кругу. Традиционно встреча кучук-узенцев началась с молебна в память о погибших в годы депортации. До депортации в Кучук-Узень проживали преимущественно крымские татары. Фетия Бибиш с особым трепетом рассказывает про детские годы, прошедшие в этом селе. Ей было 14 лет, когда 18 мая 1944 года ее выселили из родного дома. Son ana babalarımızla beraber tütün ekmeği verirdim. Tütünleri bırakıp giderdi, hanımız, babamız ekerdi kavkoza. Beni küçük özen deseler ukurup ağlayayım, dayanamayayım. Bek seveyim koyçuğunu, koydeşlerimi. Bana bütün kardeşlerim de karşıkaları var. Onları da gördüm bugün. Sağınıyım, oturan yerimden. Людей, которые помнили бы Кучук-Узень до депортации, с каждым годом становится все меньше. Но их потомки, дети и внуки продолжают приезжать в родные места каждый год. Она у земли, но она выросла в Кучук-Узене. У них, когда деревню сожгли фашисты, она уже даже в смысле до депортации жила здесь, в Кучук-Узене. Бабан Кучук-Узенский. У моего дедушки в семье было 7 детей. Самый старший мой Миним Бабан. Я приехала в Крым в 1997 году, но уже до меня 2 года здесь были встречи проводились. Я с 1997 года только одну встречу не провела и все. А так в основном каждый год я обязательно тут, потому что как Бабан сюда приезжал, я просто-напросто перехватила эстафету и езжу вместо... Как говорится, я это он это я. И мы здесь. Babam bu koylu. Ben yaşayımında her yıl konuşulara geleyim. Pek çok şey aytırdı. Anam aytırdı, babam aytırdı. Aytayım desem aytmaya şey çok, но bütün şeyi aklıma, bütün şeyi hatırlayayım, bileyim. Мало того, еще хожу, изучаю все. Eski evleri, yaşayan yerlerin, niçin onda kurmadılar, bunda kurdular evleri, например. Вот. Onun için bütün şeye interes edeyim. Her sene Koydeş toplaşımına gelip duruyor. Burada karbabam, dedem, babam, bütün bizim bibiş urlukları burada doğuldu. Şimdi bu toplaşmalara biz gelik, ballarımızı görsetik, ballarımız tanıyor birbirini, devam etek. Baba, dedelerimizin bu Koydeş görüşülerini devam etek. Bu koya gelen vakti ben ozımı 2 kere kuvvetli, 2 kere dağda Kırım Tatar olduğumu, milletçi olduğumu ve milletime, ben toprağıma geldiğimi hissedeyim. Особое внимание гостей встречи привлекают стенды с фотографиями. На них изображены коренные жители села. Эту работу 4 года назад начал Ремзи Сейтвелиев, который также родом из этих мест. Bu Küçük-Özenli benim babamın anası, babası hepsi bunda Küçük-Özenliler. 4 yıl evvelsi Kerim Yakup Ağa bu meseleyi bana ilan etti. Çünkü bizim her köyde ozu dilimiz, ozu urf adetlerimiz, ozu betsumalar. Onun için böyle şey aytты dedi. Doğma koydeşlerin fotosuretlerini alıp bir stend bir şey yapılsa yaxşı olurdu dedi. İşte başladım endi aman 4 yıldan beri uğraşayım bugüne kadar. Bugün 12 tane stend, 360 insan doğma Küçük-Özenliler. Среди гостей есть те, кто по крупицам собирает мельчайшие факты, находит ранее неизвестные детали и собирает свою родословную. Я родилась в Узбекистане, но мои предки, родители с этой деревни Кучук-Узень. Начиная с 15 года я стала интересоваться
своей родословной. У меня материалы, начиная с 1800 года. То, что вот родился мой прапрапрадед, 800 вот этот, который джами построил, вот. И до 4 поколения, можно сказать. Пока живы ваши дедушки, ваши бабушки, может и прабабушки, для своих потомков написали на бумаге, все это закрепили на бумаге, потому что в архивах такого материала вы нигде не найдете. В архивы все были сожжены, и только словесно можно получить этот материал. Встреча односельчан в Кучук-Озень была наполнена яркими эмоциями, неповторимыми впечатлениями и трогательными моментами. Для многих такие встречи – настоящий праздник, а родное село – место силы и вдохновения.